восточного Туркестана украли 48 миллионов тонн угля. Стало известно, что с января по ноябрь этого года Китай вывел более 48 миллионов тонн угля из восточного Туркестана, переправив его контрабандой в китайские провинции. В период с января по ноябрь филиал китайских железных дорог в Урумчи ускорил процесс передачи ресурсов региона для удовлетворения энергетических потребностей Китая. Об этом сообщает 17 декабря 2022 года сайт китайской пропагандистской сети Танрыда. Сообщается, что запасы угля достигли 48 миллионов 461 тонны. Состоялась фотовыставка на тему «Где моя семья?». В Стамбульском университете Бруни состоялась выставка «Где моя семья?». В рамках культурной фотоэкспозиции рассказывалось о геноциде уйгуров коммунистическим правительством Китая, а также об уйгурской культуре. Мероприятие привлекло внимание преподавателей и студентов, которым рассказали о режиме геноцида и исправительных лагерях в Восточном Туркестане. Китай ввел санкции в отношении двух официальных лиц США. Китай объявил, что ведет санкции в отношении двух официальных лиц США в ответ на включение Вашингтоном в санкционный список двух китайских чиновников, работающих в Тибете. Министерство иностранных дел Китая приняло решение ввести санкции против бывшего госсекретаря США Майка Помпео и Тодда Стайна, замсекретаря Исполнительного комитета Конгресса по Китаю. 10 декабря Минфин США объявил, что наложит санкции на Ву Инце, секретаря партии Тибетского автономного района с 2016 по 2021 год, и Цан Хунбо, который был начальником полиции региона с 2018 года в наказании за нарушение прав человека в регионе. Пугающий прогноз по COVID-19 Китая. Согласно протоколу Национальной комиссии здравоохранения Китая, число заболевания COVID-19 в стране достигло рекордного уровня в 37 миллионов. Это затмевает рекордное число почти в 4 миллиона, объявленное в январе 2022 года. Индия впервые обогнала Китай. Индия впервые превзошла Китай по зарплатам в западных банках. Согласно сообщению World News, в этом году крупнейшие инвестиционные банки мира заработали в Индии больше комиссий за транзакции, чем в Китае. По данным международной консалтинговой фирмы Dealogic, в этом году иностранные банки получили $231 миллион в результате слияния и поглощения из Индии и $204 миллиона из Китая. Госсекретарь США Блинкен поговорил по телефону с министром иностранных дел Китая Ван И. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность честности Китая в отношении пандемии COVID-19 в телефонном разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И 22 декабря. Телефонный разговор между министрами иностранных дел двух стран состоялся после того, как ситуация с коронавирусом вновь вызвала обеспокоенность во всем мире и вызвала подозрение в том, что Пекин скрывает число умерших от вируса. 22 декабря официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Блинкен и Ван И обсудили текущую ситуацию с COVID-19, и Блинкен подчеркнул важность открытости для международного сообщества.